988. Да, 0418. ТРЦ «Москва» сегодня закрыли раньше обычного, вместо 5 вечера в 14:30. Вот мы пообщались с некоторыми из работников, они сказали, что по громкой связи в торговом центре им объявили то, что сегодня рабочий день закончен, и всех попросили выйти якобы по техническим причинам. Ну вот вы можете сейчас посмотреть, что здесь работники не торопятся расходиться. Вся территория охвачена ОМОНом. Естественно, на территорию туда уже к торговому центру никого не пускают. Здесь очень много полиции. Вот можно, посмотрите, прям ОМОН стоит стеной. Очень много прессы, естественно, тоже, и никого не пускают на территорию. Но все же мы призываем к спокойствию, и потому что сейчас вся вот эта вот ситуация находится под контролем у полиции. Ну и все-таки нужно просто успокоиться. Вот это все происходит здесь после вчерашнего инцидента, после того, что случилось здесь вчера. Ну, к слову сказать, то, что работники... Нарушаем общественный порядок, расходим. Я еще раз повторяю, не нарушаем общественный порядок, расходимся. Я повторяю третий раз, не нарушаем общественный порядок, расходимся. Я не уполномочен отвечать на вопросы. Слушай, я хочу сказать, что люди, которые стоят здесь, Для этого есть пресс-служба УВД. Я не могу ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пушкин Ягун говорит, мы требуем, да, прокуратуру этого округа. Мы заявляем о том, что убили человека. Законным путем должны они наказаны судом и больше ничего не требуют. Все. Сейчас никого не убили, на самом деле. А? Никого не убили. Как не убили? По официальной Пусть нам информации МВД никого не убили. Пусть нам докажет, мы ведем. Здесь никто не будет, здесь все законным путем хотим, все, больше ничего нет. Граждане, я прошу разойтись. Все собираются. Смотрите, вот у нас есть видео. Показываю всем. Подходим, смотрим. Спокойно. Подожди ты! Спокойно. Спокойно. Значит, это видео снимал официальный представитель посольства Таджикистана. Посол официально сегодня. Вот видео. Кто кричит? Тихо! Кто старший, смотри. Можно?
Рождения 1990. Со мной все в порядке, жив-здоров. Что все в порядке, жив-здоров. Это официально нам показывает. Смотрите, Человеку. Вы смотрите. Одну минуточку, как вас? Причины объясните, все. Зачем вы это показываете? Ребят, ну что за балаган? Все взрослые люди Тихо, собрались. тихо. Успокойтесь. Смотрите, доктор официально, да, вот многие из вас собрались, потому что вас позвал Караман Шарипов, да? Караман Шарипов, у вас же есть видеозапись, он ночью ездил в больнице, доктор сказал, следов побоев нет, ничего нет. Утром мне... Представитель мы его признаем. Да, смотрите, дальше. Утром мне позвонил посол Саторов, Имамудин Мирзоевич, сказал, можно ли наш представитель приедет в больницу, никаких проблем. Представитель официальной власти, да, Республики Таджикистан, приехал в больницу, и ему человек, который лежит в больнице, сказал, все хорошо, как еще? Я не был Хорошо. в больнице, да. Я... Еще вопрос. Это- Вчера забрали 120 человек, автобус на Кузьминка отделение. Почему не пускаете их? Ответите. А это вопрос. Это вопрос к МВД, Да. зачем вы меня МВД спрашиваете? это А пускает зачем? потом. Отвечай, представитель. Значит, ребята, все взяли, можно? МВД или нет? Я президент Федерации мигрантов России. То есть, вот, это как бы организация. То есть, если есть какие-то вопросы, я работаю с диаспорами, я работаю Да, с нам, посольствами. по Да. крайней мере, нужно те люди, которые незаконно поднимали руки на простых работяг, которые они платят патенты работают, да, за такое основание, чтобы они выдали их своим и успокоились. Это первый очередь. Так, И вторых, 3 человека, которые были избиты, кто из них живой, кто из них не живой. И это вы один показываете. Все. А и здесь народ собрался, даем слово, и здесь никакой кипиш не будет. Здесь никакой кипиш не будет. Все будет законно соблюдать. Что мы хотим закон. Я понял. Хорошо. Да-да-да, скажите. Мы будем, вот здесь стоят, здесь хором стоят, толпой не будем стоять. Так. Еще на наш как бы вчерашний, не надо, так, не будем. Вы покажите мне, те люди, которые были виновны, запугайте их. Мы все спокойно вышли домой. Я понял, хорошо, смотрите, вот я приехал туда вчера в 9 вечера. Позвонили, сказали, вот есть такой конфликт, я приехал, уже в принципе никого не было, да, уже всех забрали. Основную массу людей, которых забрали, почти всех уже отпустили. То есть вы знаете прекрасно Мы там, не да? всех отпустили. Не, почти всех, я же говорю почти. Ну, людей проверяют, ну, такое большое количество, надо по базе пробить, вы понимаете прекрасно, как это работает. Дальше, вы говорите про 3 пострадавших. Мне вчера сказали про одного. Если есть еще 2, дайте мне фамилии, имена, мы будем разбираться. Кто эти люди, да? Ода мордагя, як бису. Давайте мы сделаем Ода каким образом. бiyonki, dilagay, Вот человек были, вот много рук. Это вчера тоже было? Да, вот это, который парень в больнице. Где он сейчас? Где он сейчас? Этот парень, где он? Они да бузор комика. Вот тут же камеры, вот же журналисты. Где он сейчас? Я же говорю, хорошо, где он сейчас? Сейчас на больнице. buraya mayacağım. Хотят народ, те люди, которые избили наших земляков, да, он не чуждо, потому что мы все земляки. Хотят они, народ, узнать, где они, где эти люди, пусть показывают. У вас фамилия, имена есть? Давайте, вот здесь все руководство. Имена найдите. Мы можем, да, с кем говорить? Не, понимаете, он имеет в виду тех, которые охранники якобы, да, избили. Он спрашивает охранников, где они сейчас, вот, на данный момент, где они находятся. А про парней, которые вот пострадали, мы их не знаем где. Один в больнице лежит, говорят. Вот тут один человек только что со мной разговаривал, я его не знаю, кто он такой. Он в обычной форме, да? То есть в гражданской форме. Он мне говорит, откуда ты знаешь, что лично его избили? Держи. Подожди, Александр. Ребят, видите вот этого человека? Что значит уйди, я не понял. Что значит Одну уйди? минутку, почему? Значит, смотри, я сейчас был в больнице, разговаривал. Да. Он жив. Ну. Люди уже все Да, посмотрели. он жив. Все с ним нормально.
Вот сейчас не нужны никакие мероприятия, которые вы собираете. Послушай меня. Вот Мы уже держи мою смотрели, руку. мы только что видео смотрели. Вот все нормально с ним. Вот все нормально. Какая цель у тебя сейчас? Молодой Вот человек. сейчас решайте вопрос спокойно. Просто чуть сюда подвиньтесь. Спокойно. Все спокойно. Можно я скажу, я журналист. У меня вопрос. конечно. Здравствуйте, я вас прекрасно знаю, вот товарища не знаю. Да, А и вы я кто же? тоже. Представьте. Федерация мигрантов России. Вот очень хорошо. По одному. Главное спокойно. Можно? Да-да, мы Вот, спокойно. вот это преступление не первый раз, второй раз. Вот Шарон по имя, он еврей. Вот тут работает администратор, у него 502 машина. Он еще несколько год назад здесь армян убил, вот прямо возле кафе. То есть именно он. Именно он. Это То есть вот еще всё в прошлом снимаем, году пожалуйста, был. всё снимаем. Человека убили, на свалку бросили. Это я своими глазами видел. То Это есть я ты свои можешь глаза. дать показания. Давайте сейчас пойдем, напишем заявление, заведем уголовное дело. Здравствуйте, это я не первый раз, не второй раз. Я несколько раз, вот в 51-м отделении, вот, несколько раз я там был, я хотел заявить. Полномочия говорят, что мы не примем ваши заявления, потому что наши начальник отделения продано, я же. Это как его собственная жена. То есть получается, что... Хорошо. Вы готовы написать заявление, правильно? Конечно. Вот, телефон ваш скажите, пожалуйста. Мы заявление у вас примем, зарегистрируем, будет заниматься ГСУ. 985. Не-не-не, пожалуйста, все снимает. Вот, самое главное снимает. 812 53 44. Исход. Человек, который постоянно ваши права защищает. И все, соответственно, исход смотрите. Я обещаю, Вот, пожалуйста, завтра позвоним, лично завтра позвоним. Мы встретимся. Самое главное, что Вы вы все не это дело собираетесь по сформулируете. отдельности. Вот это самое Тем главное. более человек Я лично буду им заниматься. Конечно. Мои контакты. Вот, вот все слышали? Вот Я готов повторить. Завтра я звоню из Хоку. Завтра мы встречаемся, можете приходить, но просто большую тусовку не составляем. Он формирует, пишет заявление, мы это заявление оформляем, даем ему полный ход в правоохранительных органах. И я лично буду это дело курировать. Я член общественного совета ГУВД по Москве. очень хорошо. Вот, вот сейчас мы не Второй хотим. вопрос есть. Люди здесь собрались не по поводу вот данного случая. Да, вот когда... Я журналист 360. Ваши 4 раза взяли комментарий. Давайте хватит. Именно по поводу данного случая. Они здесь сейчас говорят, задают вопрос всем хором, что будет с теми людьми, которые именно побили человека, который... Я же спрашиваю, я говорю, сейчас. Хорошо. Кто сейчас может Вот, ответить на это? я говорю, смотрите, я говорю, какие фамилии, давайте надо разбираться. Хорошо. Я приехал вчера, мне говорят, один потерпевший, вот к нему приехал, собираемся, это решаем вопрос. Главное сейчас успокоиться. Да. Еще каких-то людей. Ребят, я не знаю, что это за люди. Вы не можете назвать фамилии, я вам Давай. можно один вопрос? Буквально до 4 часов не отпустили никого. Да тут ничего не решается просто. Никого не отпустили посмотреть. Спокойно. Самое главное сейчас спокойствие. От того, что мы будем сейчас агрессивно, мы не решим вопрос. Нам самое главное узнать, кто это сделал, и виновный должен понести наказание. Правильно? Всё. Российской Федерации. Абсолютно верно. Конечно, да. На какое основание человека не имеет закон ничего, уборщик Если нет оснований, Закон Федерации России для всех. Не зависит от него. Положение для всех одинаково. Конечно, ты прав, никаких вопросов нет. Если Самое вот главное мне семья сейчас- держали, у меня документы не было, критично делать. На какое основание? Надо спокойно сейчас себя вести. Самое главное, I love the best. не надо через забрать как Почему делать так? Мы же не люди еще. Да все правильно. Мы люди же. Скажи ему, объясняйте, это ваш люди. Ребята,
Зачем бьете вообще? Зачем? Говорим, не надо было. Ты пароль не На безопасное расстояние отходим все. От транспорта отойдите на безопасное расстояние. Девушка, видишь, как свинья. Они только могут... Самое главное, соберитесь пускай. По-хорошему, пускай слушай. Послушай меня. Пускай. Скажи, самое важное. Спокойствие. Пускай скажи, послушай меня. Послушай меня. Вот сейчас успокаиваешься и ведешь себя спокойно. Мы сейчас будем разговаривать. Вот просто спокойно себя веди. Отпустить наших людей! Если один вопрос, отпустить, только отпустить наших людей, и которые это наши человека убили, да? Все, смотрите, все! Самое главное, спокойно. Спокойно. Все, смотрите, люди, все! Эти убийцы, эти люди. Самое главное. Эти убийцы, эти люди. Успокаивайтесь. Зачем тогда вот, смотри, зачем тогда ОМОН позовет, что люди люди, успокаивайтесь. Вы здесь главное. Вы здесь главное. Только что задержали наших людей, нашего гражданина, наших таджиков. Сейчас их отпустят, это во-первых. Подожди, слушайте, я договорю, потом вы. Не нужно ставить условия. Если слов нет, нам не было. Потому что моего земляка убили. Слушай, не убили моего земляка. Убили, как не убили? Убили! Там вопрос. Мы не решили, говори. Вот именно. Наши сейчас отпустят.
И человек, который убил этого человека, ответит на все законно. По закону. Пусть все будет по закону. Как зовут? Меня Баха звать. Александр. Вот именно. Хорошо, со своими ребятами. То, что они это делают, Успокаивайтесь. то, что вот они сейчас это делают, Вот сейчас успокаивайтесь. хорошо. Самое Вот то, что они это делают, Вот это сейчас хорошо. самое главное и самое спокойное. Хорошо. Понял? Да, вот я... Самое главное, чтобы Наши, детей у не нас собирали. условия такие, что все Зачем? было по закону. Условий. По закону. По были- закону. Да, вот именно. Мы просим. По закону Мы Российской просим. Федерации. Вот. По закону. Без Вот условий. именно. Нельзя ставить условия. Согласен, Вот, Баха? правильно. Самое главное, никого сейчас всех ребят распускаем, и мы стараемся решить сотрудничество. Слушай, Вот, они вот следят именно, за если их порядком. отпустят, если их отпустят, они успокоятся. Все, успокаивай, а мы сейчас будем разговаривать. Все, успокаивай своих ребят. Будем разговаривать с ребятами. Только они видят агрессию, они будут. Вот смотри, видишь, ну вот что делается. Конечно, ты же пойми реакцию сотрудников. Это правильное сотрудничество. Нет, Сами у подумайте, вас человека убили, по бросили в закону мусорку. Российской Как Федерации это понять? больше 5 человек это незаконный митинг. Если бы убили одного, я вам отвечаю за свои слова, одного русского человека, я помню, когда летчика вашего задержали у нас, не знаю за что, за незаконного там, не знаю, я реально не знаю, но я помню, я тогда маленький был, когда его посадили, вы половину народа депортировали на родину. Это вот человека, убили человека, не то чтобы там его посадили, ладно бы посадили, но его убили. Понимаете? А вы вашего сотрудника, ваш сотрудник? Все ответят по Вашего закону. сотрудника Мы сейчас прячете. будем разговаривать. Пусть он Успокаивай ответит на своих Я их ребят. успокою. Успокаивай своих Я ребят, их а мы сейчас успокою. решаем здесь. Успокаивай. Хорошо, давай. Конечно, неправильно. Вот я еще раз повторяюсь, когда вашего летчика посадили у нас, половина народа депортируют за то, что просто за то, что его посадили. А тут человека убили, в мусорку бросили, а вы ходите с ОМОНами вашими? Кого вы пугаете? Посадить? Да убейте нас. Нам ничего не страшно, честное слово. Мы их не боимся, я им в лицо скажу, мы их не боимся, честное слово. Они тоже люди, что они со мной могут сделать? Просто посадить? Да ну нахуй, пусть меня посадят. Чё? Меня посадят.
Вам надо, чтобы ребята пустили. Да, вот все, пускай только их отпускают. Мы сейчас постараемся. Вы расходитесь. Пускай автобусы, сколько народу есть. Вот сейчас мы идем решать. Самое главное спокойствие. Спокойствие. Вот все, видишь? Вот видишь? Скажи него. Да. Скажи него, вот сейчас. Вот пришел, вот, все, сейчас идем решать. Идем решать, успокаиваем всех своих ребят. Они спокойные, чтобы спровоцировали. Все должны разойтись. Хорошо, решай, пожалуйста. Что, пауэрбанк ценится?
выпустить. Прием, Томс.